последнее время ситуация с коронавирусом в Абхазии осложняется. Растет количество больных, причем тяжелых. А в Гудаутском ковид-госпитале, между тем, ощущается нехватка медперсонала, особенно санитарок и медсестер. Вот здесь ежеминутно, когда больные поступают, они нуждаются во внимании. Медицинских рук не хватает, потому что медики выдохлись, потому что они не только здесь, они еще работают в других местах. Мы уже толком, что такое сон, забыли. Как нам быть? Понимаю. Сейчас начнут говорить о ужесточении каких-то санитарных мер, скажут, вот впереди сезон, вы хотите сезон сорвать. Мы всю жизнь всегда беспокоились о нашем старшем поколении. Или нам наплевать на наше старшее поколение, у которых куча сопутствующих заболеваний. Вот я смотрю, на набережной наша молодежь гуляет. Да, это надо. Но элементарно, придя домой, хотя бы не целуй своих. Ты же не знаешь, с чем ты с улицы, с чем ты домой зашел. Мы уже устали, ребята. Честно скажу. У вас сейчас санитарок нет, и вы всю работу делаете? А куда деваться? Не жалко людей? Вот я, доктор, реаниматолог, хожу с тряпкой, чищу. А что делать? Что делать? Это не только я одна так делаю. Все наши коллеги, несмотря, врач, он, медсестра, санитарка, здесь все друг друга помогают, потому что рук не хватает. Мы задыхаемся. Хаджарат Шамба, Мадина Дасаня, Ангелина Оторба, Эльвира Царгуш, Ринель Кубали, Астан Габле, Ринат Ангваб. Эти люди чаще всех встречают нашу съемочную группу в Гудаутской больнице. С начала пандемии они продолжают спасать жизни людей в ковид-госпитале. Но сейчас и их сил недостаточно. На сегодняшний день в больнице 49 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В реанимации 15 человек, 7 в тяжелом состоянии. На втором этаже 34 пациента, 15 из которых средней степени тяжести. 7 человек на СИПАПе. Все в тяжелом состоянии. И, конечно, мы же ходим, духом поддерживаем, разговариваем, общаемся, кормим, поем. Что делать? Конечно, и родственники здесь ухаживают, помогают. А так медикаменты? Медикаменты есть все. Все есть. Вы знаете, как у нас приезжали наши коллеги с России, они даже удивлялись и говорили, что у вас в медикаментозном оснащении намного лучше, чем у нас. Нам это было очень приятно. Функционирует только инфекционное отделение, а терапевтическое, расположенное в главном корпусе больницы, которое было перепрофилировано в инфекционное, сейчас не принимает ковид-больных. Причина – нехватка медперсонала. Вот этот главный корпус, он сейчас не функционирует только потому, что у вас нет врачей? Не хватает рук, медиков не хватает. Понимаете как? У нас медики тоже болеют. Тяжело переболевшие, ему тяжело вот здесь находиться. Уже вот больница заполнена, что вот дальше? А что дальше делать? Мне вот народу нужно остановиться немножко, не расслабляться. Я понимаю, этот ковид уже всем в печенках сидит. Я все понимаю. Никто об этом слышать, никто ничего не хочет. Но мы не можем уйти от реальности. Вот мы не первый раз приезжаем. Вот как мы не приедем, одни и те же лица, одни и те же врачи. Лица, наверное, это нам больше всех надо. Все-таки отказываются, боятся, это же причина. Не отказываются, но кто-то отказывается в силу того, что это большая нагрузка. Я сейчас за всех не могу судить. Не могу за всех говорить. Таковы реалии сегодняшнего дня. Врачи валятся с ног, медработники не видят своих детей, не ночуют дома. Да, их призвание лечить людей и спасать жизни. Но почему на передовой одни и те же люди? Почему других врачей никто не обязывает встать рядом с коллегами? Мы говорим, что нет мест в Гудаутской ЦРБ. Да, сегодня нет, но терапевтическое отделение сможет функционировать снова, принимая ковид-больных только тогда, когда здесь появится медперсонал. Реанимационные больные по статистике, на одну палату одна медсестра, одна санитарка должна быть. А у нас здесь, смотрите, сколько палат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 палат. На 7 палат, где лежат по 3 реанимационных, 3 медсестры. Когда у нас должна быть одна медсестра на одну палату.
В каком состоянии аппараты ИВЛ – это серьезная тема, к которой мы еще вернемся. Увы, вся эта картина настораживает. Если совсем недавно персонал Гудаутской районной больницы радовался, что болезнь пошла на спад и койки пустуют, то сегодня они со слезами на глазах просят наших жителей соблюдать все меры предосторожности. Но, к сожалению, их никто не слышит. Массовые мероприятия в полном разгаре. Так можно довести ситуацию с пандемией до коллапса. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.